Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Билеты на поединок бойцов смешанного стиля россиянина Федора Емельяненко и американца Куинтона Джексона в Японии будут стоить от 4 до 63 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка. Бой Емельяненко-Джексон пройдет в канун новогодних праздников 29 декабря в Японии. Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и 6 поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон является бывшим чемпионом абсолютного бойцовского чемпионата UFC. В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений. Сборная России по пляжному футболу со счетом 5-3 победила команду Египта в матче первого тура межконтинентального кубка. Турнир проходит в Дубае. Сборной России в группе «Б» противостоят команды Ирана, Мексики и Египта. Межконтинентальный кубок проходит в 9-й раз. Первый розыгрыш прошел в 2011 году. Турнир является ежегодным и традиционно проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Сборная России выиграла турнир трижды. 3 раза занимала второе место. И по одному разу занимали 3-е и 4-е место. Соревнования завершатся 9 ноября. Российский футбольный клуб «Зенит» потерпел домашнее поражение от немецкого Лейпцига в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила на «Газпром-арене» и завершилась со счетом 0-2. Нападающий Артем Дзюба заявил на предматчевой пресс-конференции, что в первой игре, которая прошла 23 октября, в Германии осталась недосказанность. После этих слов болельщики ожидали, что команда сделала определенные выводы после поражения. Однако ответную встречу петербуржцы провели и еще хуже, заслуженно проиграв. Цитата: «Не все выводы мы сделали после игры в Германии», признался после матча капитан «Зенита» Бранислав Иванович. «Зенит» и Лейпциг провели 4-ю встречу. Ранее команды играли в рамках 1/8 финала Лиги Европы в позапрошлом сезоне. В первой встрече «Зенит» проиграл на выезде со счетом 1-2. А в ответной встрече была зафиксирована ничья 1-1. Игра с Лейпцигом стала 14-й для петербуржцев в Еврокубках против немецких команд. «Зенит» потерпел 6-е поражение. Россиянин Даниил Медведев на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов сыграет в группе с испанцем Рафаэлем Надалем. Жеребьевка турнира прошла во вторник. Медведев занимает 4-е место в мировом рейтинге. Он одержал 7 побед на турнирах Ассоциации в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл турниры серии «Мастерс», а также дошел до финала открытого чемпионата США, где в 5 сетах уступил Надалю. Кроме того, он принял участие в 9 финалах текущего сезона. Это лучший результат в мире, отмечает ТАСС. Надаль же занимает 1-е место в мировом рейтинге. В этом году призовой фонд турнира составит $9 миллионов. Чаще всех на турнире побеждал швейцарец Роджер Федерер 6 раз. Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Немецкая «Боруссия» со счетом 3-2 обыграла итальянский «Интер» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе победителей дублем отметился защитник Ашраф Хакими. 1 гол на счету Юлиана Бранта. На счету Хакими 4 из 5 матчей немецкого клуба в текущем сезоне Лиги чемпионов. В следующем матче «Боруссия» в гостях сыграет с «Барселоной» 27 ноября. «Интер» в этот же день в Чехии сыграет со «Славией». На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.